это очень хорошая новость с той точки зрения, что мы идентифицируем людей, которых Россия преследует в Крыму, а речь идет о десятках журналистов, как журналист. То есть мы уже на уровне государственных институтов не говорим о том, что это крымские татары, мусульмане, блогеры, политзаключенные. Мы говорим о том, что десятки крымских татар и мусульман, которые работали и работают журналистами в Крыму, выполняют свои профессиональные обязанности. Это Нариман Мебедиминов, Ремзи Бекиров, Осман Арифметов и многие другие, что они в первую очередь журналисты. Это очень хороший сигнал, что на уровне государственных институтов мы квалифицируем и идентифицируем этих людей как журналистов. Второе — это очень хороший такой посыл и информационный посыл России и оккупационным властям Крыма о том, что для кого-то может показаться незначительным или каким-то отдельным эпизодом преступлений, это преступление против журналистов. Но на самом деле важно понимать, что эти дела будут расследоваться, и расследоваться в том числе на уровне международных институтов. Это вот касаемо этих заявлений, и важно понимать, что рано или поздно это дойдет до какой-то финишной прямой, и люди, если не очно, то заочно понесут ответственность за те преступления, которые они совершают сейчас. А касаемо моей работы, на самом деле сам факт того, что прокуратура говорит о нарушениях журналистов, уже говорит о том, в каких условиях приходилось работать мне, и приходится работать десяткам журналистов из числа Крымской солидарности сейчас в оккупированном Крыму. То есть их права нарушаются постоянно. Последний кейс, который можно вспомнить, это дело журналиста Наримана Мемедиминова, который сейчас уже этапирован в колонию для отбывания наказания, и которому оставили полностью в силе приговор в апелляции, и который, скорее всего, будем надеяться, конечно, он подал жалобу на условно-досрочное заявление на дословно-досрочное освобождение, но шансы невелики, тем не менее, он отсидит от звонка до звонка. И это еще один момент, что, с одной стороны, какие-то ведомства Украины достаточно методично работают, в том числе по журналистам и по нарушению прав журналистов в оккупированном Крыму. Другое дело, что, например, почему я так часто говорю про уголовное дело и про историю Наримана Мемедиминова, потому что это один из самых таких красноречивых примеров того, как нарушаются права журналистов в Крыму. То есть это человек, профессиональный журналист, один из основателей Крымской солидарности, и сейчас за свою профессиональную деятельность он отбывает наказание в российской тюрьме. И тем не менее мы не видим какой-то достаточно активной и выработанной позиции со стороны других ведомств. То есть у меня много вопросов к офису президента, у меня много вопросов к офису омбудсмена о том, что четко не артикулируются какие-то шаги по тому, что делается для того, чтобы эти люди освобождались тюрем, и идет ли процесс освобождения, что мы делаем для того, чтобы их права не нарушались непосредственно в тюрьмах, в СИЗО, в колониях, потому что права их нарушаются в том числе и когда они уже попадают в тюрьму, и в первую очередь, когда попадают в тюрьму. Пример Теймур Абдулаев, который сидит уже в ШИЗО более 3 месяцев и, скорее всего, будет сидеть там еще очень долго, потому что это политические заключенные, на него оказывается давление. То есть, говоря о реакции украинских ведомств, она не всегда четкая и не всегда скоординированная с другими ведомствами. Но говоря о прокуратуре, то есть это сообщение однозначно меня как журналиста, в том числе мои права были нарушены, то есть мне запретили въезд, и однозначно меня это радует, и я очень надеюсь, что в конце концов мы добьемся справедливости, либо отмены этого решения, либо компенсации. Но это уже хотелось бы говорить, конечно, об отмене решения и о возможности возвращения работы в Крыму.